Такой встречи на дороге водители и пассажиры внедорожников точно не ожидали. Поэтому с их стороны ни малейшей попытки к бегству или сопротивлению. После того, как подозреваемые задержаны и обездвижены, полицейские приступают к обыску машин. В результате осмотра они обнаружили бутылку с рудным золотом весом более 2 килограммов, свыше 8 миллионов рублей, карманные электронные весы, банковские чеки о переводах денежных средств, а также сертификат на обналичивание 6 миллионов рублей и ювелирные изделия. Стоимость золота, найденного в автомобиле, по предварительным данным, оценивается более чем в 5 миллионов рублей. Теперь мужчины официально подозреваемые в хищении с рудника крупной партии металла. Кроме того, дома у одного из задержанных были обнаружены еще почти 2 миллиона 800 тысяч рублей, происхождение которых предстоит установить. Операция была тщательно спланирована после того, как в отдел Министерства внутренних дел по Ямиконскому району поступила информация о готовящемся вывозе крупной партии драгоценного металла. Для силовой поддержки было решено привлечь бойцов ОМОН. Успехом в тот же день закончилась еще одна операция ямиконских полицейских. На этот раз похитители задержаны прямо на участке. Ими оказались сами старатели. На территории одной из старательских артелей оперативники задержали работников рудника, у которых при себе были 9 полиэтиленовых свертков с рудным золотом. Стоимость этих свертков, по оценкам специалистов, достигает 3,5 миллионов рублей. В настоящее время двое подозреваемых арестованы. Остальные отпущены под подписку о невыезде. В дальнейшем им грозит обвинение сразу по 2 статьям: крупная кража и незаконный оборот драгоценных металлов. Следствие продолжается. Дмитрий Макаров, Роберт Набиев. Вести.